Еще одна страшная трагедия произошла на неделе в столице Коми. 14-летняя девочка упала с высоты 11-го этажа. Следователи выясняют обстоятельства. В интернете, понятно, не дожидаясь вердикта следствия, тем временем рассуждают о рисках для подростков, которые оказываются наедине с собственными мыслями. Наталья Юрьевна о том, как избежать трагедии. Сыктывкар, улица ветеранов. Около одной из многоэтажек было обнаружено тело 14-летней девочки. Позже правоохранители скажут, она упала с высоты 11 этажа. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 октября. В сети этот случай вызвал резонанс. В комментариях масса предположений, что стало причиной. Группа смерти, буллинг или психологическая травма. Подробности выясняют следователи. Тем временем в России всплеск подобных происшествий зафиксировали еще год назад. Психологи, кураторы социальных проектов, силовики и журналисты пытаются остановить подростков, стоящих перед страшным выбором. О теме говорят, снимают расследования и фильмы, ищут ответы на главные вопросы. Почему и как предотвратить? Катализаторы пресекают, на смену им приходят новые. Как отмечают правоохранители и эксперты, групп смерти в соцсетях не осталось, но опасность есть, точечная. За страшными решениями прячутся проблемы и одиночество. Сотрудниками ПДН совместно с субъектами системы профилактики проводится комплекс мер, прежде всего с целью формирования у обучающихся смысловой жизнеутверждающей позиции. Но также осуществляется работа и с родительской аудиторией. Мы осуществляем мониторинг таких сведений, который показывает, что основная причина заключается от аутоагрессивного поведения, заключается прежде всего в желании привлечь к себе внимание на фоне проблем с учебой и возникшими конфликтными ситуациями с родителями. По мнению специалистов, важно общение родителей с детьми с момента рождения. Родительство должно быть осознанным. Семейный психолог Юлия Подорова советует парам пройти добрачное консультирование для того, чтобы сначала решить проблемы собственные. В процессе взросления и воспитания детей их чувства уходят на второй план. Теряется связь, появляется недосказанность. В зоне риска подростки. Но вообще считается, что возраст примерно с 14 до 19 он наиболее опасный. Потому что, я говорю, тут и психологические, психофизиологические процессы, все вместе взаимосвязано. То есть ребенок еще, у него очень многие процессы не дозрели. Как отмечают специалисты, переходный возраст с годами помолодел. В этот период особенно важно родителям быть чуткими, поддерживать, выстраивать доверительные отношения и принимать детей. Важно знать и родословную. Есть вероятность повторить судьбу предка из-за психологической модели. Однако в большей степени главным фактором страшного решения остается нехватка общения и желание быть услышанным. Определить подавленное состояние ребенка родители могут по нескольким признакам. Есть признаки, определенные маркеры, то есть это и поведенческие какие-то проявления, это и словесные формы, то есть когда ребенок может говорить напрямую нам о том, что ему надоело жить, он может как-то в каких-то косвенных вещах говорить о том, что скоро вам станет, допустим, легко без меня, и так далее. А также это могут быть и поведенческие какие-то проявления, то есть нарушение сна часто, то есть проблемы со сном, начинают очень мало спать, либо наоборот очень много. Это пищевые нарушения, это агрессивность, это тревожность, это частые конфликтные ситуации, это уходы из дома, это прогулы в школе. Учителя и педагоги-психологи также могут обратить внимание, по мнению специалистов, если в семье не все гладко, то это отразится на поведении ребенка. В школах Коми беседы и семинары с родителями по профилактике деструктивных форм поведения детей проводят. При этом наличие самой проблемы признают. Для ее устранения, по мнению главного внештатного психолога Коми, необходимо работать комплексно и дома, и в школе. Педагог-психолог, педагог, обладающий знаниями о особенностях ребенка, может с родителями наладить такие доверительные отношения, чтобы в каких-то экстренных ситуациях, когда он замечает, что с ребенком что-то не то, вовремя дать сигнал. Поговорите со своим ребенком, помогите ему справиться с его кризисной ситуацией, с его проблемой, чтобы наладить отношения с каким-либо из сверстников или сказать, дать такую команду. Вот он был замечен в таких-то соцсетях. Пожалуйста, будьте бдительны.
Школьные психологи проводят мониторинг адаптации детей 1, 5, 10 классов. Работают по системе школьной медиации. Отслеживают состояние детей с помощью тестирования, определяют уровни психических состояний, как тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. Если по всем шкалам показатель высокий, то с детьми работают индивидуально. При этом система взаимоотношений между подростками не изменилась. Лидеры и ведомые остались. Изменилась форма. Формы проявления более агрессивны по отношению друг к другу. И плюс, в принципе, общество очень быстро меняется. Система ценностей настолько резко поменялась, что мы не успеваем адаптироваться все. И родители в этой ситуации иногда просто, на мой взгляд, вот как жертвы. Потому что они, во-первых, не успевают адаптироваться к своей жизни, во-вторых, они не успевают адаптироваться к школе, вот той, какая есть, к тем реалиям. Дети, в принципе, намного хуже стали учиться. А родители хотят, чтобы их ребенок был успешен. Психика детей меняется, потому что реалии очень сильно меняются. Более того, большинство родителей сами погружают детей в виртуальную реальность. С ранних лет идет приучение к планшетам и телефонам. Психологи предостерегают, что даже детские видео и программы без родительского внимания и осведомленности могут в дальнейшем навредить ребенку. Сами родители по факту толкают детей на то, чтобы они включались в деструктивный какой-то контент. Один щелчок, и уже в поисковой строке вы имеете не в поисковой строке, а вот в разделе «Рекомендовано» вы имеете, допустим, изобилие анимация, да, и выскочило море мультиков, и чаще всего для подростков и для детей это мультфильмы, ролики деструктивного содержания. Психотерапевты говорят о том, что подключаются такие технологии, которые изменяют сознание детей. Мы чаще всего видим те видеоролики, которые озвучиваются детским голосом, от первого лица, то есть от имени ребенка. И таким образом сам ребенок отождествляет себя с героем этого ролика мультфильма. По мнению психологов, родителям следует обратить на возрастной ценз и функцию «родительский контроль» в сети интернет и в социальных сетях. При этом к этому вопросу советуют подойти аккуратно, на уровне доверительном, проговаривая сомнительные источники. Как гласит народная мудрость, горя много, а смерть одна. Беду можно предотвратить. Можно вместе с ребенком сходить к психологу, если связь потеряна. В Коми работают центры, где готовы оказать бесплатную психологическую помощь и помогут найти общий язык с самым важным для каждого родителя родным человеком.